Эдип Асанов, творческий псевдоним Бахчисарай. Ну, сколько лет? 18 лет. Был такой у меня счетчик времени, я его поломал. И вот с тех пор выше 18 не поднимаюсь. Бахчисарай. Все древо жизни нашей семьи родилось, выросло и покоится здесь. Бахчисарай – это мой родной город, это моя родина. Поэтому я взял себе псевдоним Бахчисарай. А как же ее не любить? Нашу музыку, наш язык, нашу культуру. Это же наше. Не можем же мы любить что-то чужое. Ну вот есть такие у нас люди, которые любят больше чужое, чем свое родное. Ну, я к ним не отношусь. Так как я когда-то учился и в музыкальном училище, и в консерватории, мне знакомы разные жанры. И вот мне хочется во всех этих жанрах поработать, попробовать себя и в классическом направлении, и в эстрадном направлении, и в современном направлении, там попса пусть будет, там еще, может быть, какой-то синтезированный жанр, эксперименты. Все это меня тоже интересует. Меня все интересует. Вот, чтобы не стоять на месте в этом плане. Вот. Я не хочу быть похожими вот эти свадебный репертуар. Просто мне смешно. Раньше я переживал за это, я сейчас уже не переживаю. Пусть делают, что хотят. Я уже не переживаю. Вот этот вот свадебный репертуар, это наша культура сейчас. Как они говорят. И еще они говорят, что они делают вклад в нашу музыкальную культуру, какой-то свой. Я просто это не понимаю. Как можно, исполняя румынские, азербайджанские, там, армянские песни на татарском языке, делать какой-то вклад? Это деградация какая-то. Давер Усманов в Фейсбуке объявил войну диджеям. Так его там заклевали. И я не хочу, потому что это бесполезно. Бесполезно, потому что у всех на первом месте проблемы заработать. Все. Другое. Речь об искусстве, о культуре не идет. У нас они тоже были. Мы тоже строились, мы тоже кормили семью, но мы и творчеством занимались. И не как сейчас вот занимаются. Они не изучают ничего. Вот. Например, в училище, в консерваториях этому не учат. Это школа жизни. Вот мы бегали за музыкантами, где там какая-то свадьба, кто-то известный там поет, со стороны слушали, записывали на ноты это все, записывали на магнитофоны, запоминали. Вот так мы учились. Это школу жизни мы прошли, музыкальная школа жизни. А у них это нет, они это не хотят. Я так понял. А то, что они поют, ну, вроде бы это татарское, но когда ты каждый день на татарском не разговариваешь и начинаешь петь песню, у тебя нету дикции. Вот. И там в каждой песне есть сюжет, да, развитие. Они берут, например, третий куплет на первый ставят, второй куплет на третий, и, в общем, и песня ни о чем получается. Мне не хочется это слушать. Мне даже говорить об этом не хочется, но это факт. Это факт. Ну, конечно, на первом месте это Ялла. Это очень хорошие, замечательные музыканты. Вот. Они меня и приглашали работать, но у меня была мечта татарский ансамбль создать. Ну, вроде я этого добился, но мы много не просуществовали. Мои песни пели, ну, вот Ялла пела, Тайси Павали, ну, из наших
из наших, ну, Зарема Ханым, Сейтабла Меметов. Мне очень нравится он и его дочка. Это такие шикарные певцы, шикарные просто, мирового уровня. И вот одну песню мы с ними записали уже, такой синтез эстрады и классики. Вот, ну, я хочу и дальше с ними работать. Поэты, ну, с московскими поэтами, с киевскими поэтами я работал. Вот, и наши, конечно, самые дорогие для моего сердца. Это Нузет Умеров, Аблязага Велиев, покойный Юнус Кандым, Ирвин Бекиров, в общем, другие. Еще в Узбекистане с Нузетом Умеровым сочиняли песню про Ялту, 44, поедем Ялта. Вот, он меня выгонял из кабинета, потому что у нас были разные точки зрения на 2 строчки из этой песни. Он меня выгнал с кабинета, разозлился. Но мне потом друзья сказали, через несколько дней появишься, он тебе сам позовет и все закончится. И так случилось. Я появился в приемной в Ленин-Байрага, и он мне, идем, что там надо было закончить, давай добьем до конца, и все. С Юнусом Кандымовым мы чуть до драки не дошло, когда сочиняли песню «Селямса Харадынгис». Тоже на творческом поприще, тоже несовместимость была в плане там несколько строчек. Вот. И у меня даже свидетели есть этого, и того случая, и этого случая. Вот. Ну, тогда нас чуть ли не разняли, и мы успокоились, пошли в сквер революции, сели там и докончили эту песню. Всякое бывает. Всякое в жизни бывает, через все проходишь. Все плохое забывается, хорошее остается в памяти. В общем, я рад, что я жил в то время, когда эти люди творили, и мы с ними встречались, работали, что-то создавали. Вот дети, баба, давай в Инстаграм. Вот, сейчас это модно, сейчас это все там. Ну, давайте, дедам. В общем, ну, и там каждый день заглядываешь туда. И я про себя подумал, ну, я никогда в жизни ни в одном конкурсе никогда не участвовал. Ну, и думаю, ну, попробую. Получится, не получится, что теперь делать. Вот так вот. Вот. Были какие-то мысли, были какие-то заготовки, такие вот рабочие моменты. И, в общем, потом это все доработали, и вот сделали песню о дружбе и предательстве. Вот. Эта песня называется «Кёртали». Ай гиди Кёртали, ne günah yaptım, düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı. Вот эти 2 строчки обо всем говорят. Весь сюжет песни вокруг этого. Эта тема была, есть и будет актуальна во все века и времена. Потому что все повторяется, хотим мы этого или нет. Я не знаю, как посмотрит на мое творчество будущее поколение, вот, но поколение, которое выросло на моих песнях, вот сейчас это ваш возраст, кто-то младше, кто-то старше, отзывы. Ну, я не хвалюсь, но они мне говорят, эти бога, мы на ваших песнях выросли. Мне это приятно. А вот дальше, как будет, не знаю.
umutsuz yakar. Ay gidip kör talih, ne günah yaptım. Düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı. Ay gidip kör talih, ne günah yaptım. Düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı. Yaralı kalbim devası sinley, ömrüm acı elem doldu. Başıma yetken bu felekli dinley, bir bütün dünyam harap oldu. Ay gidip kör talih, ne günah yaptım. Düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı. Ay gidip kör talih, ne günah yaptım. Düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı. Arkadan vurulgan bir kanlı hançer vücutқа degildi, canға hıyanet. Bıçağının yarası belki de geçer, ya gönül yarası geçer mi nihayet? Ay gidip kör talih, ne günah yaptım. Düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı. Ay gidip kör talih, ne günah yaptım. Düşmanımdan korkaydım, dost beni sattı.